Коми Автотранс планирует полностью перейти на бескондукторную систему оплаты проезда в автобусах НИФАС в Сыктывкаре. К этому предприятию идет второй год. Процесс ускорило санкционное влияние. Из-за подорожания кассовой ленты перевозчикам пришлось перейти на электронные билеты. Что еще изменилось в работе предприятия и изменится в обозримом будущем, узнала Ольга Коняева. Рост цен на комплектующие и горюче-смазочные материалы и их дефицит. Это новая головная боль для предприятия Коми Автотранс. Из 111 автобусов треть иномарки. На НИФАСах, а их 60, тоже импортное оборудование. Компания ищет аналоги российского и китайского производства и ждет снижения цен. Подвижки уже есть. Отсутствует, наверное, ряд комплектующих. Для примера, допустим, колесные диски вообще отсутствуют в России. Мы ищем сейчас аналоги. Но есть проблема в поставках. То есть они либо задерживаются, либо очень высокий рост, 4-кратный, что не позволяет нам что-то приобретать. Но в целом запасов предприятий, либо запасов у поставщиков проверенных, так скажем, да, их хватает, чтобы пока еще все это, парк работал полноценно. Единственное, у нас есть, наверное, 2 единицы автобусов, которые стоят на длительном ремонте. Там имеется итальянское оборудование и оборудование производства Германии. Например, у нас на автобусе НИФАС топливная система – это итальянское оборудование, и коробка – это у нас производство Германии. У крупнейшего перевозчика в регионе накопились трудности еще с периода коронавирусных ограничений. Тогда предприятие работало бесперебойно, но пассажиров, а значит и выручки, практически не было. Появились долги, которые сегодня с помощью республики погашены. Поддержка транспортной отрасли – один из ключевых пунктов антисанкционного плана. Основная задолженность, конечно, у нас была по налогам и сборам страховым, а также перед поставщиками за запасные части, горюче-смазочные материалы. И общая помощь предприятию составила 326 миллионов рублей. Компания готовится к новому сезону. В автобусах идет монтаж стационарных валидаторов. Теперь во всех НИФАСах будет бескондукторная система оплаты. Она уже успешно работает на 46-м и 18-м. Появится еще на 4 маршрутах. Происходит оплата поездки. Чек пассажир получает на электронную почту, либо в приложении транспортная карта, которую можно скачать. На обороте есть вся информация транспортной карты и, соответственно, пользоваться полноценно. Как проходит контроль оплаты? Контроль оплаты у нас проходит путем проверок контрольно-ревизионной службы. Соответственно, в процессе движения автобуса на любом настоящем пункте они заходят в автобус, считывают информацию с оборудования на переносной терминал, получают информацию, какие карты оплачивались на этом рейсе, проходят по салону, повторным прикладыванием карты выходит информация об оплате на этом рейсе, либо отсутствии оплаты. То есть терминал контрольно-ревизионной службы оплату не принимает. Расплатиться можно и транспортной картой. Такую продают на ЖД и автовокзале. И все больше перевозчиков Сыктывкара принимают ее к оплате. Правда, система бонусов у всех разная. Пополняется она через приложение. Вся информация, как ее пополнить, имеется на оборотной стороне. При поездке пассажир получает скидку в 2 рубля. Билеты бумажные при оплате проезда в автобусах заменили на электронные еще в марте, когда дефицит кассовой ленты и цены на нее из-за импортной составляющей непомерно выросли. Тогда часть пассажиров была в недоумении. Но избавиться от бумажных чеков предприятие планирует давно. Это экономия, удобство и всеобщий тренд. Билет пока выдают только при наличном расчете. Постепенный переход дал возможность кондукторам безболезненно пережить нововведение и, например, найти другое место работы. 2 года назад здесь работало 100, сегодня в 2 раза меньше автобусных билетеров. Они переходят в контрольно-ревизионную службу и даже получают права на вождение автобусов. Ольга Коняева, Олег Юшков, телеканал Юрган.